Пожалуйста, Ужаков Масяк Мусаевич, вас слушаем. Спасибо. Уважаемый суд, если бы зам генерального прокурора России Тыков обратился бы в Магарский суд, уверяю вас, суд бы рассмотрел это дело и обязательно, уверен в этом, направил бы это туда, куда Тыков не хотел. Наш суд ничем не лучше других судов Российской Федерации. Суд Пятигорска принял решение, опираясь на справку ФСБ, которая голословно, без никаких подтверждений, заявила, что у подсудимых имеется тайковая связь с судьями Магарского суда, что является враньем. Адвокаты об этом много говорили. Ни одного родственника наших здесь присутствующих лиц среди судей и мушеки нет. Но представим, даже если они имеются. Уважаемый суд, у нас народ небольшой, у нас всего 560 тысяч человек. Тогда что выходит? Что из этого следует? Мы все кем-то кому-то приходимся. Уходит, что ни одного юша на территории Ингушетии судить нельзя, потому что вполне возможно, что там окажется судья, который является ему родственником. Что это за практика такая? Что за выводы? Убей меня, не могу понять. Следующее. Судья принимает решение, основываясь только единственно на одной бумажке. И то неправильно оформленную справку ФСБ, который заявляет, что возможны какие-то возмущения, какие-то акты массовые, беспорядки и все. И судья с этим полностью соглашается. Я уверяю вас, что этот суд, если бы этот ФСБ написала бы, если у нас такая река, вы, наверное, слышали про нее, что она течет в обратном направлении, этот суд заявил бы, что у суда нет оснований не доверять ФСБ, что если ФСБ заявляет, что она течет, то значит так и есть. Вот такие у нас суды. Не знаю, как у вас там. Уважаемый суд, я считаю, все происходящее с нами здесь за это время проявлением, открытым проявлением имперской неоколониальной политики России. Ничем другим я это назвать не могу. Полное недоверие к местным властям и к местным судьям. Уверяю вас, судьи Магарского суда оправдали бы надежду генерального прокурора, который, по сути дела, и федерального центра, по сути дела, который нас и судит. Нас не суды судят, нас судит федеральный центр, и мы это прекрасно знаем. И последний. Здесь наш младший товарищ Паутинов заявил, обратился к вам с просьбой, чтобы вы отпустили под домашний арест старейших. Мне, например, уже 69-70 год, Ахмеду 68 год. С нами девушка единственная. Так вот, мы с Ахмедом до конца пойдем в свой город и никуда не уйдем, поэтому Баурезный черт нас говорит, эту просьбу мы снимаем. А вот если бы вы единственную девушку, которая находится среди нас, отпустили бы, мы, конечно, вам были бы благодарны. Заявляю вам, что она не из всех, она очень порядочная и принципиальная женщина, и она не из тех, которые убегают от опасности. Она никуда не убегает и скрываться не будет. Поэтому, если бы хотя бы решить этой женщине, мы смогли бы каких-то меры там для того, чтобы обладать, она уже больше года тут сидит, и ее участь дальнейшую. Мы были бы вам благодарны. Все, у меня все. Спасибо.